предварительные итоги социально-экономического развития. Время позднее, настроение у президентов бодрое, показатели Татарстана, о которых рассказал Рустам Минниханов, позитивные. Экономика выросла на 2%, валовой региональный продукт составил почти 2,5 триллиона рублей. Вы знаете, что в нашем посмотре у вас существенно выросла доля высырьевого? Да, мы за эту переработку, вы видите, что и мы, если у нас переработка была 7 миллионов тонн нефти, сегодня уже мы на 17 вышли, и еще вот 6 миллионов спустим, это где-то 23 миллиона тонн. На 6% доля обрабатывающего сектора. Да, это тоже хорошее. Это и наш КАМАЗ, и вертолетный, и авиационный завод. Следующий, конечно, вот МиГ-38 тоже. МиГ-38 уже есть, он уже получил сертификаты, хорошо сейчас находит рынок АНСАТ. Такой рост экономики позволяет запускать в Татарстане множество социальных программ. В прошлом году их было 38, в этом 40. С этого года займутся обновлением детских оздоровительных лагерей. В плане 94 объекта. Очень большой проект запускаем трехлетний по ремонту детских летних оздоровительных лагерей. Мы ее оцениваем 7,5 миллиардов. Как пример преображения объектов Рустам Минниханов презентовал Владимиру Путину обновленный центр дзюдо «Батыр». Отреставрировали, построили центр дзюдо. Очень хороший. Да, мы считаем, что этот объект, он очень востребованный был. Он был борцовый, мы его специализировали под задачи. Центр называется Батыр. Батыр. Батыр, это Батыруш. Да. Батыр бывает один. И еще один очень интересный объект, он исторический памятник Шамовской больницы была. Всестороннее развитие республики позволяет проводить у нас мероприятия мирового уровня. Большое событие, которое пройдет в нашей стране, это чемпионат мира по рабочим профессиям. На него ожидают почти 250 тысяч гостей из 67 стран. Соревнования пройдут по 56 компетенциям. Вот второго открытия. Без вас открывать не будем, сразу говорю, даже если это. Мы хотим, чтобы в рамках вот этого чемпионата принять декларацию, значит, о том, что вот эти рабочие специальности, в мире никто еще этого не делал. Вот, просили бы вас, значит, это поручение в рамках вот, до открытия провести мероприятие и принять эту декларацию. Потому что все страны нуждаются в пропагандировании и подготовке рабочих специалистов. Сейчас в республике работает 31 ресурсный центр. Есть центры, где конкурс до 6 человек на место. Самое главное, эти ресурсные центры, они завязаны на наших товаропроизводителей, и они тоже помогают оборудованием. У нас идут весь процесс совместно с этим предприятием. В Казань в ближайшее время может приехать и президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган. Рустам Минниханов попросил Владимира Путина пригласить его на открытие отеля в здании бывшей Шамовской больницы. Оживить историческую постройку помог турецкий инвестор. Есть возможность у нас господина президента Турции пригласить. Это хороший проект. Значит, он уже ждет от вас приглашения. Так как я с ним увижу. Завершая разговор, снова вернулись к теме чемпионата мира по рабочим профессиям. Рустам Минниханов поблагодарил за федеральную поддержку, а Владимир Путин сказал, что уверен, что все пройдет на высшем уровне, и пожелал удачи. Мы со своей стороны сделаем все для того, чтобы вас. Очень хорошо подключилась вот Голикова, Росатом, крупные предприятия. Полное понимание, большое спасибо. Дмитрий Аринин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Иннополис.